Продолжаем эфир. В студии Алату Лайф работает Жолдош Исаков. В Кыргызской конституции 30 лет. Сегодня прошли праздничные мероприятия в Национальной филармонии с участием главы нашего государства. В своей речи Садыр Джапаров призвал граждан уважать основной закон, соблюдать его правила и чтить нашу страну. И о работе Конституционного суда в части аналитики и механизмов обращения граждан мы поговорим с Чингизом Ширгазиевым, заведующим отделом аналитики Конституционного суда. Чингиз, добрый день, с праздником вас. Добрый день. В предыдущем выпуске здесь на вашем месте сидел депутат легендарного парламента, принявшего первую Конституцию 30 лет назад, Кубаныч Бекединов. Он сказал емкую фразу нашим телезрителям: «Конституция – это некий контракт между властью и гражданином, где прописаны их права и обязанности». Как бы вы охарактеризовали смысл Конституции? Здравствуйте еще раз. Я солидарен с предыдущим собеседником вашим. Я хотел бы еще дополнить то, что Конституция ставит интересы человека и гражданина выше интересов государства. В этом и заключается главная особенность Конституции как 1993 года, так и 2021 года от Конституции Советской Киргизии. Там вообще написано, что единственным источником власти у нас в стране есть народ. Это вы имеете в виду? Да, Кыргызстан, согласно Конституции Кыргызской Республики, является независимым, суверенным, демократическим, правовым, светским и социальным государством. Вот как раз таки в этих и признаках кроются и основы демократии. И вот хотел вас уже конкретно расспросить о вашей работе. Какую работу выполняет отдел аналитики Конституционного суда? Отдел аналитики аппарата Конституционного суда является одним из ключевых структурных подразделений, поскольку ему возложено проведение аналитики по поступившим обращениям. То есть отдел аналитики проверяет на предмет соответствия обращения к требованиям Конституционного закона о Конституционном суде, где установлены требования к обращению. И в случае обнаружения неопределенностей в части соответствия тех или иных норм законодательства к Конституции, коллегия судей, состоящая из 3 судей Конституционного суда, выносит определение о принятии либо об отказе в принятии к производству. Но в случае принятия к производству обращение рассматривается в течение 6 месяцев и выносится итоговый акт. То есть в зависимости от поставленного вопроса либо решение, либо заключение. Но преобладающая часть Конституционным судом выносится решение. Если взять опыт предыдущего органа конституционного контроля, то есть Конституционной палаты Верховного суда. Да, Верховного суда, за время функционирования Конституционной палаты было вынесено 127 решений и 1 заключение. Заключение было как раз таки в 2016 году к проекту закона о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики. То есть заключений таковых, можно сказать, мало у нас. Вообще, по каким вопросам к вам обращаются? Я заметил, у вас на сайте каждое обращение вывешивается, даже подписано, что это пресс-анонс обращения. Я так понял, юристы от имени граждан тоже подают. По каким вопросам больше обращаются? Больше, может быть, социальных проблем или другие темы поднимают? Как я отметил, в случае принятия обращения к производству, по принятому обращению готовится у нас пресс-анонс, размещается на сайте, то есть все таким образом будут уведомлены о принятии данного обращения к производству. И в основном граждане к нам обращаются с просьбой о проверке конституционности
норм уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательства. Зачастую они связаны с правоприменительной практикой, где при решении их вопросов они сталкиваются с проблемой применения этих норм. Ну, в основном такого рода обращения. Да, такого рода обращения. И вообще, вот и хотелось бы узнать, в тот раз были представители Конституционного суда в преддверии этого праздника. У нас была Чынар Айдарбекова, вот мы с ней сидели здесь, обсуждали вообще работу самого Конституционного суда, и она объясняла, что очень много обращений, которые не отвечают требованиям, которые должны быть соблюдены. Какой главный механизм обращения, на что нужно обращать внимание нашим гражданам для того, чтобы правильно оформить это самое обращение? У нас на сайте Конституционного суда размещен образец обращения. Они могут скачать и по образцу заполнить. Но при этом, если поводом для обращения выступает их обращение, то основанием непременно должна быть неопределенность в вопросе о том, соответствует ли к Конституции тот или иной нормативный правовой акт. То есть одного обращения недостаточно, то есть они должны обосновать, привести правовые аргументы в пользу того, что тот или иной закон нарушает их права и свободы, гарантированные Конституцией. А как подготовить это обоснование? Вот я посмотрел специально несколько обращений, которые вы уже приняли, и они вывешены на сайте Конституционного суда. Там написано, некий гражданин через адвоката, я так понял, обращается, и там написано, вот статья такая-то, такая-то, нарушает мои права в части получения социальных льгот. Вот пример, вот этот пример, так и надо обращаться? Вы абсолютно верно отметили, но в части реализации права на судебную защиту я могу привести пример решения Конституционной палаты. Да, мы являемся правопреемником Конституционной палаты, и решения Конституционной палаты тоже подлежат к исполнению. Например, нам обращались граждане по вопросу ставок государственной пошлины. Они были, их размер был таким, что для подачи искового заявления необходимо было платить 10% от стоимости иска. Если сумма иска составляла, допустим, 1 000 000 сомов, то они должны были платить 100 000 сомов. 100 000, да, огромные цифры, да? Да. И Конституционная палата, рассмотрев это обращение граждан, пришла к выводу, что ставка госпошлины, именно та действующая ставка, нарушает принципа доступа к правосудию. То есть тем самым он блокирует для подачи обращений. И с учетом нашего решения исполнительной ветви властью ставки были снижены в зависимости от предмета иска до 1%. Да, это получается такой пример, когда вот ты понимаешь, что эта норма нарушает твои конституционные права, но у тебя денег нет, сиди молча, получилось, да? В том случае. Но при этом Конституционная палата тогда отметила, что для таких случаев законодательством предусмотрены институты отсрочки и рассрочки выплаты госпошлины. То есть, если человек находится в тяжелом материальном положении, то он может ходатайствовать перед судом об отсрочке выплаты госпошлины. Ну, есть и такие механизмы. Но сам факт того, что ставка госпошлины, установленная
решением правительства составлял столь высокий барьер создавал. Да, на тот момент был такой высокий барьер. И давайте поговорим еще о важных вещах. Вы вернулись сейчас к опыту работы Конституционной палаты. Несколько лет назад мы знаем, что Конституционный суд был преобразован в Палату Верховного суда, затем ваш статус суда уже вернули. Насколько важно было вернуть статус вот вашему органу? Вот, например, оппоненты ваши говорят, ну, можно было оставить и в статусе палаты при Верховном суде. Что изменилось, по-вашему? Сначала поговорим о вашем статусе, насколько было важно вернуть, и что изменилось? Вторая часть вопроса. Ну, в любом правовом государстве должна функционировать, то есть должен функционировать институт конституционного контроля. И во всех ведущих, например, европейских странах функционируют самостоятельные независимые органы конституционного контроля. То есть в любом правовом государстве, где они провозглашают верховенство права, должен функционировать орган конституционного контроля, который стоит на страже Конституции, законности, защиты прав и свобод граждан и человека в части обеспечения верховенства и прямого действия Конституции. Поэтому и на базе Конституционной палаты и был преобразован Конституционный суд. Что изменилось после возврата вашего статуса как полноценного суда? После изменения, как вы отметили, прежде всего изменилось круг полномочий, то есть они существенно расширены, дополнены такими полномочиями, как дача толкования Конституции, дача заключения о порядке соблюдения выдвижения обвинения против президента и разрешает споры о компетенции между ветвями государственной власти. Вот такими полномочиями они дополнены, и помимо этого количество судей сократилось с 11 до 9 судей. И сегодня мы отмечаем 30-летний юбилей Конституции. Насколько важно знать каждому гражданину Конституцию, основной закон страны? Потому что большинство граждан иногда задаются вопросом, да, есть Конституция, а насколько необходимо все-таки знать, может быть, не на зубок, но основные положения основного закона? Конституция является основным документом государства, где определены основы конституционного строя, основные права, свободы человека и гражданина. И, как вы отметили, люди к Конституции относятся как к обычному документу. Да. То есть у людей такой подход, что есть Конституция, ну и что, да? И в этом ключе хотелось бы отметить, что именно Конституция определяет основы нашей политической и социальной жизни, гарантирует права и свободы человека и гражданина, является документом, определяющим вектор развития государства. То есть настолько вот в перспективе горизонта развития, ну, определяет такие. И вот по количеству обращений, сколько к вам поступает обращений? Вот насколько активно работает Конституционный суд? В среднем количество обращений за год составляет от 60 до 80 обращений, но с момента принятия Конституции от 5 мая 2021 года количество обращений уже заметно возросло. То есть
Не только возросло количество поступающих обращений, но и возросло количество принимаемых к производству обращений. По сравнению с прошлым годом у нас больше половины поступающих в адрес Конституционного суда принимается к производству. Это показывает процент, да, такую положительную динамику. То есть это, скорее всего, говорит больше осведомленности о роли Конституционного суда и о важности Конституции в защите их прав и свобод. В скольких процентах Конституционный суд выносит, скажем, положительное решение? Поступает обращение, Конституционный суд, вы сказали, в коллегии из 3 судей, они смотрят, и они действительно понимают, что это нарушает конституционные права. Это какой процент примерно? Примерно я могу сказать... Если точных цифр не знаете, не можно... могу сказать, да, но точно больше 50%. Да? Да. То есть... по крайней мере, по примеру работы Конституционного суда, то есть с 2021 года, наш конституционный закон был принят в ноябре 2021 года, и мы уже с тех пор начали активно функционировать и рассматривать обращения. Вот все практически принятые решения Конституционного суда в этом году, преобладающая часть связана с признанием тех или иных норм законодательства, противоречащим Конституции. То есть действительно у нас много граждан обращаются, и действительно, принимая во внимание их обращения, выносятся такие решения Конституционного суда. Да, и в завершении вы можете поздравить наших граждан с этим праздником. Все-таки еще раз приводим другую цитату, которую нам сказал доктор экономических наук, депутат легендарного парламента Коночбек Эдинов. Он сказал, Конституция — это такой государствообразующий документ, который очень важен и необходим для того, чтобы вообще наша страна существовала как независимое государство. Можете обратиться к гражданам, поздравить с этим днем. Уважаемые кыргызстанцы, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейшего процветания государства. Действительно, о важности Конституции можно говорить долго, и есть и оппоненты в этом вопросе, но тем не менее мы взяли правильный курс развития, и ориентиром в этом вопросе является Конституция, поэтому я призываю всех уважать наш основной закон государства, поскольку основной закон гарантирует основные права и свободы человека. Поздравляю вас всех, кыргызстанцев, с этим замечательным днем Конституции. Да. Спасибо за ваше поздравление. Еще раз отметим, сегодня Кыргызской Конституции 30 лет. Утром прошли праздничные мероприятия в Национальной филармонии с участием главы нашего государства. В своей речи Садыр Джапаров призвал граждан уважать основной закон, соблюдать его правила и чтить нашу страну. И о работе Конституционного суда в части аналитики и механизмов обращения граждан мы поговорили с Чингизом Ширгазиевым, заведующим отделом аналитики Конституционного суда. Мы его благодарим за ответы. Еще раз вас с праздником, с 30-летием Дня Конституции Кыргызской Республики.